Святого. Pan z wami. Мужи галилейские, чему стоите и углядаетесь у неба? Гэты Иисус, узятый от вас у неба, прийде гэтак само, як вы бачили его, узыходячего на небо. Аллилуйя. Гэтую святую мшу отправляю в интенции об обороне от зла и навертание опеки Найсвятейшей Панны Марии для семьи Книгурич. Перепросим, Пана показал все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охрану. Spowiadajmy Bogu Всемогутному. I mam, braty i siostry, що зграшив я вільні, думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. На вишнях а на землі спокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Бараку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи и свету. Змилуйся над нами, який береш на себе грехи и свету. Прими моление наше, який святиш праворучайца. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі, обрайся. Амінь. Молимся. Всемогутный Боже, у него шествие Твоего Сына, это возвышение человечей натуре. Прими от нас подяку, якую мы полные святой радости Тебе узносим, с надеей, что, як члены мистичного тела Христа, злучимся зим нашей головою у вечной славе, яки с Тобою живей и владарить в едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Аминь. Читання книги «Діл апостолів». Першу книгу я написав Теофілю, про все, що робив Єсус, і чому учив від початку аж до дня, який взнесся, давши про Духа Святого,
згади апостолів, яких вибрав і перед якими з'явився живим, після своєї муки у шматліких доказах. На протягу 40 днів об'являючи їм і казав про Боже володарство. І коли разом єли, наказав їм не відходити з Єрусалима, але чекати обіцяного Отцом, про що ви чули від мене. Я хрестил водою, а вы будете хрещены через несколько дней Духом Святым. А собранные пытались его: «Пане, ты не в этом часе ты отбудуешь королевство Израиля?» И он же отказал: «Не вам ведать часы ті пори, які Отець призначив своєму владу, але прийміть мод Святого Духа, який на вас сидить, і будете моїми свідками в Єрусалимі, Єрусалимі, і во всій Юдеї, і у Самарії, і аж до краю землі». І, сказавши це, і он знесся на очах їхніх, і облако забрало його з їхніх очей. І коли яни пильно озиралися в небо, як він узходив, ось два мужи стали перед ним в білому оденні і сказали: «Мужи галілейські, чого стоїте і оглядаєтесь у небо? Лети їдуть, взяти від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли він заходив на небо». Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Уснёсся Бог под радостные воплечи. Уснёсся Бог под радостные воплечи. Усе народы пляскайте в долони, радостным голосом вскликайте Богу. Бог розпят наивышейший, великий владыка над всей землей. Уснёсся Бог под радостные воплечи. Уснёсся Бог под радостные воплечи, под пригулках трубы. Спевайте Богу, спевайте, спевайте нашему володарю, спевайте. Уснёсся Бог под радостные воплечи. О володарю всей земли и Бог, Ему гимн спевайте. Бог володарит над народами, Бог сядет на своем троне святых. Уснёсся Бог под радостные воплечи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашого, Єсуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття у познанні Його, і просвітлив очі серця вашого, як ви ведали, у чим надія покликання Його, і якої багаття спадщини Його для святих, і якая незмірна велич моці Його у нас, віруючих. Растение могутной силы, якую ён выявил в Христе, коли он воскресил его с мертвых и посадил праворуч царя на небесах, выше за всякое княжение, и владу, и силу, и панование, и за всякое имя, его называют не только в этом веку, а и в будущем. И все покорил под ноги Ягоны, и поставил его понад усим головою костела, и весь телом Ягоны, полнотою того, кто наполняет все во всем. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. идите и улучшайте все народы, каже Пань, я з вами во всі дні аж до скончання веку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пан з вами. И с духом твоим. Заканчение Святого Евангелия по Луки. В той час Иисус сказал своим учням: так написано, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день из мертвых. И у Ягоное имя повинно обвещаться покаяние для отпущения грехов усім народам, починаючи от Иерусалим, а вы свідки этого. И вот я пошлю до вас обетование Отца моего. Вы заставайтесь в городе, покуль не опранетесь у моц свышений. Потом вывел их аж до Betании, и, поднявши руки свои, благословил их. И коли благословлял их, развитался зими и узнесся на небо. И они поклонились ему, и с великой радостью вернулись в Иерусалим, и были увесь час у святыни, и благословляли Бога. Это слово Пана. Флёранс Чедвик – это такая женщина, которая народилась в году 1918. Она лечится, она вельми добро плавала на великие дистанции. Двойчи заслынула и была слынна и знаная з этого, что двойчи перекрыла канал Ля-Манша. И так само плавала, конечно, не имеючи костюмов. Сегодня уже есть костюмы такие, которые обогревают тело. Свое тело смазывала рыбьим жиром, того что, как оно не выкладывалось. А как человек доплыть до меты беспечно. Мила она установить новый рекорд, сусветный новый рекорд, побить и переплыть канал Сан-Петро. И уже все добре, на добрый час, доброе мнение, 200 метров оставалось, а маль 200 метров до берегу, до финиша оставалось, и она перестала плыть. Засталась на месте, не могла рыкнуться ani вправо, ни влево. По ее выплыли, вытянули ее на берег, ну и репортеры задали пытание, нормальное пытание. Скажите, что здарилось, что вы с добрым часом, вельми добрым часом побивали рекорд сусветный, и эти опошние 200 метров не доплыли до меты. А вы столько километров проплыли, а остальные 200 метров. Она говорит, когда я плыла, на опошніх 200 метрів з'явився туман. І я стратила образ, стратила цель, не ведала, куди плисти. А коли я трачу цель з-под очей своїх, мені сили оставляються. Це і є сенс сьогоднішньої урочистості. Який є цель кожного з нас? Чи целем є наше земне життя, а яким ми живемо? Бо коли так, то яка справа не вийде, і ми одразу встановлюємося. Одразу нарекаем на Пана Бога, на свое життя, которое называется депрессией и разными справами. Вот если что-то мне в житті не пошло, и я уже больше ничего не хочу робити. Чи ми забуваємося, до чого ми покликані? Сьогоднішня урочистость нам про это припоминає, бо у молитві перед так званой коллекцией, перед читаниями мы чули, что Иисус Христос узойшов на небо, на что? Как узвысить нашу натуру человечую, який великий дар нам Бог подарував. Хтось тебе сказав, Бог зійшов, говориться так поточно, огульно, что Бог зійшов з трону своего и тіловився у тіло людськое. Нет. Коли будем так ладно читать Евангелию и слухать вимогу Иисуса Христа, коли до Його будуть звертатися, і Він скаже, я тут з вами. Хто мене слухає, слухає Отця. А хто слухає Отця, той слухає мене. Але я так само в цей сам момент з'являюся у небі. Та де є Бог? Як не везде. Юрий Гагарин, коли вернувся з космоса, такі слова йому були укладені в усни. Ніби хтось сказав, що він сказав, що був на небі, був у космосі,
Бога не сустрэў, чылі яго няма. Гэтыя словы ўлажыў Юры ў Гагарну сам Хрушчоў, які вельмі моцна бароўся з атеізмам, з хрысціянствам, з Богам, з вераю. Мяркуючы, што Бог жыве, мы жывем на першым паверху, а Бог жыве на другім паверху. Ну не, так нема, бо так нам трэба было б залезці наверх. І святыня была б у такі спосіб, можа, пабудавана. Та дзе Бог жыве? Сёння мы у Евангеліі прыгожа пачулі, што калі Езус сказаў: «Ідзіце і чакайце, я спашлю вам таго, хто вас навучыць цяго, хто вам пакажа». І было напісана: «І вярнуліся апосталы пасля ў неба ў шэсці Езуса Хрыста у святыню». Чи була святыня такая, як ми тут маємо? Не була святыні. Не була. Яны былі ў звычайным доме. Та ж про якую святыню говорить аўтар сённяшняга паслання, як не про святыню сэрца, да якой вярнуліся апосталы, і дзе чакалі абяцанага Духа Суцяшыцеля, які сышоў на іх, 10 дней трывалі на малітве, не выходзячы, 10 дней у цішыні, 10 дней сваімі праблемамі, оставляючы ўсё дзесьці вельмі далёка, не тудака блізка. Святы Павел, под конец Деяний апостольских, есть про его такая мова, что святый Павел кораблем переплывал у Рим. Когда переплывал кораблем у Рим, з'явился великий шторм, могутный шторм. Так, что этот корабль начало шатать и заливать. Этот шторм не трывал день, не трывал 3 дни, а 2 дни. Так что моряки, якія были отказаны за этот корабль, уже хотели поддаться, и уже поддались, уже хотели утекать с этого корабля. Вот нема шанс. А в этот сам час Павел має видение. И бачить во сне, до его приходит Езус и говорит, как все остались на корабле. Приходит он до этих моряков и говорит: «И видите что? Коли мы все останемся на этом корабле, то мы не загинем. Будем жить». Правда, говорит так, корабль потопит, утонет. Але ніхто з нас не погибне. І як історія показує, усі врятувалися. Це правдні факти. Брати і сестри, це не є наше життя. Ми пливемо на кораблі свого життя. Ми маємо різні тяжкості. І цей корабль часами шатається різними проблемами нашого життя. І ці справи, які ми десь маємо заплановані, вони десь рушаться, валяться. І ми починаємо нарекати, що це за великий шторм. Это может такий шторм пришел, где мы можем почуть голос Божий. И Бог хочет сказать и промовить у наше сердце, что не бойся, твоя справа рухнет. Але ты врятуешь найважнейшее. Ты врятуешь свое життя вечное. Чи ви готові поднять такую вимогу, про яку сьогодні говорить Свята Євангелія? Чи ми готові дойти до целю на різні способи? Каб мы его не стратили з наших вачэй. Бо калі мы будем тратить цель, то наше жыццё не будзе иметь смаку, не будзе иметь надеи, не будзе иметь радости. Хтосьці сказал, что надеи нема. Они у пекле, они у небе. У пекле, потому что человек уже там привязан. У небе, потому что у небе надея уже не потребна. Ты уже цель свой досягнул. Потому что там надея, как ты маешь радость життя вечного. И сегодняшнее Божье Слово нам про это говорит, как мы памятали, на что мы покликаны. И які есть найважнейшая цель життя кожного з нас. Просим за тим, подчас этой святой імши, как мы не тратили целью, яким есть наше избавление. Как мы, помимо того, что приходит шторм, это может сам Бог промовляя, что некоторые справы в нашем житті, вони може нам не потрібні. І може не утонуть, але урятується наше життя незвичайне. И как мы не шукали Бога десь далеко, десь высоко, альбо в другим месте, Он есть у нас, у сердце. Особливо этих детей, які в неділю прийняли перший раз Пана Єсуса. Он там поселился у постатях
Святої Комунії, але так само перебуває у постаті Духа Святого, якого ми всі отримали під час сакраменту Хресту Святого. Как мы жили незвычайным житем, а житем на житие вечное. Аминь. Верно, Господина за Бога, Отца Всемогущего. Створителя неба и земли, всякого вашего имя вашего, и воединого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед тысячами веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего спасения, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померлых, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Раз Иисуса Христа, який взошел на небо и сидит праворуч Отца, то верно представим Богу наши просьбы. Молимся за святый костел, чтобы он мужно обвещал Божию правду и указывал свету вечной коштовности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, чтобы они обвещали Христово избавление всем народам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы, які переживають конфликты. Розпанував их в країнах довгочеканий спокой. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто не розуміє годності людського тіла, аби вони зрозуміли, що воно призначено для уділу у вічному житті. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто пребуває здалек від своєї сім'ї, щоб вони вчилися з родними праз молитву і уділу в сакраментах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удільників этой святої мши, щоб надія на вічне життя захоплювала нас до судебного виконання наших студенних обов'язків. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в интенции, кое отправляй святую мшу об обороне от зла и навертания, и опеки Наисвятейшей Панны Марии для семьи Климович. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши просьбы и ученика Дмитра собрал справедливое житие на земле, досягнули вечного життя с Христом у небошествия, якого сьогодні святкуємо, які живі і благодарят празу все веки вечные. Аминь. Что спадает на голове, с верой и надеждой просим, одари любовью, хай душа
мою и вашу офяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Ojcze Предвечный, покорно складаем Тебе эту офяру в урочистости небовшестия Твоего Сына. Дозволь, просим, как раз этой святый обмен даров мы узнесли наше сердце до неба, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. Говорю сердце. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годна это и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный, вечный Божа, праз Христа Пана нашего. И Он после Своего с мертвых повстания открыто з'явився перед усіми Своими учнями, и на их очах узышел на небо, как мы могли удельничать у Его богоским житии. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоры ангелов разом с усими святыми śpiewaють Тебе гімн хвали, неспинно ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышине. Zapravdy Boże, Ty światy, krynica усялякой святости. Тому просим Тебе, освяти эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте з этого усе, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery uzял kielich. Znów Тебе подяку складаючи, подал своим учням, кажучи: «Вярите и пейте з его усе, бо это есть kielich крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это велика таямница веры. Обещаем все свою Пане Иисусу, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое присягание. Stojący śmierci z mrtwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stać przed Tobою i służyć Tobie.
Покорно молим Тебе, как усих нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконали его в любови, разом с Папом нашим Львом XIV, biskupом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надеи на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей обешел святого свету, и дозволь им уважить святво обличие Твоего. Просим Тебе, zmiłujcie nad усіми нами, как мы заслужили удел в житии вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, які справедливо подавалися Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христови у Христе, Тебе, Божа Ojcze Всемогутny, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Называемся детьми Божьими и изъявляемся, тому полные вдячности осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам пробиты наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и притча Збавцы нашего Иисуса Христа. И власть, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его с упокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, як не даєш на себе, грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, як не даєш на себе, грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, як не даєш на себе, грехи світу, одари нас упокоєм.
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вечеру ягоную. Пане, я не варта, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. На початку до коммунии выйдут Михаэльки, а затем дети першокоммунийня и все остальные люди верны. Твоего
Дотронься до моих очей, уплачу, и уплачу. Дотронься моих уст, моих гробов, благословение. Дотронься моего сердца и от жизни. Дай Твой Дух Святый, наполняй меня. Дотронься до моих очей, и уплачу. Дотронься моих уст, моих гробов, благословение. Дотронься моего сердца и от жизни. Дай Твой Дух Святый, наполняй меня. Дотронься до моих очей, и уплачу. Дотронься до моих уст, моих гробов, благословение. Дотронься моего сердца и от жизни. Дай Твой Дух Святый, наполняй меня. Дотронься до моих очей, и уплачу. Дотронься моих уст, моих гробов, благословение. Дотронься моего сердца и от жизни. Дай Твой Дух Святый, наполняй меня. Веди меня, Боже, веди меня, Боже, на землю и ветер, на землю и ветер. Ты где уплачу, ты где уплачу, творение свято. Веди меня, Боже, веди меня, Боже, на землю и ветер, на землю и ветер. Ты где уплачу, ты где уплачу, творение свято. Боже, Тебе иду. Боже, Тебе шукаю. Боже, души свято, услышу мой голос за Тебе. Господь добрый, и не покинет, любовью прикури до сердца своего. Господь добрый, и не покинет, любовью прикури до сердца своего. Боже, Тебе иду. Боже, Тебе шукаю. Боже, души свято, услышу мой голос за Тебе. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты пришел на земли, даешь нам в небесных таямницах Тебя. Даешь нам удел в небесных таямницах. Просим Тебя, наполни наше сердце тугою во Небе,
где наша человечая скудность пробывая с тобою у Христе Иисусе, яки живей владарить на веки вечные. За хвилинку отбудется выставление Найсвятейшего Сакраменту, а так само отпеваем летание до Найсвятейшей Панны Марии, а сьогодні діти першої комунії отримають цукерки. Доброго путку не чекайте, останьтесь, що для вас так само есть. Помолимся для святого Архангела Михаила, святый Архангел Михаил. Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласок злого духа. Покорно просим, яка його знищить пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на звуку душ своих по свете. Аминь. О, Найсвятейша, Острия, Едино Царя небесных прав, Придолжество Сына Сворожия, услажив нас, дай силу нам, один просим, Бог святый, дарит нам земли, дарит закончится наш час земли, благодарство свое прими. Аминь. Смеялся над нами, Святый Боже, Святая Троица, Сильный Божа, смилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. святая над нами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати Маски Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаконная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати наицудобнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Створителя, Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалыгодная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Царица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня
духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная богосности, душа мистичная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа Скорски слоновой, молися за нас. Золотый домик, заповеду, молися за нас. Правая местная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Полёвка мигрантов, содержальница заслуженных, молися за нас. Успокоила христианов, королева ангелов, молися за нас. Королева патриархов, королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, королева мучеников, молися за нас. Королева вызнавцев, королева панов, молися за нас. Королева всех святых, королева безгреховнейшая, зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, королева ужаса святого, молися за нас. Королева семен, королева супокою, молися за нас. Королева Беларуси, королева свету, молися за нас. Королеву Божий, я тебя решно себе, как и свету, даруй нам, Пане. Королеву Божий, я тебя решно себе, как и свету, выступай нас, Пане. Королеву Божий, я тебя решно себе, как и свету, смилуйся над нами. Веселися и радуйся, Панна Мария, аллилуйя. Бог воскрес нам правдиво, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты правду воскрешения Твоего Сына, Бога нашего Иисуса Христа, наполнил свет радостью. Учени просим, как про заступництво Его Мати Панны Марии, мы отримали радость вечного життя праз Христа, Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не поражай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас, Господи. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас появляй, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, о наисвятейшая Панна Мария, что николи не здарилася, как покинула того, кто до Тебе утекая, Тебе на допомогу крича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхненный до Тебе, о Панна над паннами и наша Мать имкнуся, на Тебе пригожу, перед Тобою грешный плачучи стою. О Мати Слова, не погрожай словами моими, а не почуй их ласково и выслухай. Таємницю сакрамента, Господи, наші очі,
Просить Бог здоровье права, Бог же новый заповедь, что нам разуме тумачить, свято веры мы все. Богу вечному Тройце, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, що Він походить, Отцу вечного свята. Аминь. Молимся. Божа нас пасхальною таємницю Христа Ти откупил всех людей. Заховай у нас справу Твоей милосердности, как мы не спытно згадываючи таємницю нашего збавлення удостоилися примати Его, праз Христа Пана нашего. Будь завжди похвалений, всіми нами прославлений, найсвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завжди похвалений, всеми нами прославленный,